Доброго дня, дорогие телезрители. Я снова в гараже, но обстановка, как бы сказать, предрасполагает. Поэтому попробую сегодня заняться чем-нибудь полезным. В частности, вот есть у меня замечательное такое творение советской легкой промышленности, или какой мебельной промышленности. Да? Коллега дала и сказала, чтобы я все непременно починил данную конструкцию. И чем я попробую сейчас заняться? Ну, давайте мы для начала проинспектируем вообще изделие, в чем неисправность. А неисправность у нас следующая. У нас, если смотреть вот так, видите, вот одна из ножек, она практически отломана. И придется разобрать конструкцию и сделать абсолютно такую же ножку, потому что там пазы уже разошлись. Для начала мы попробуем определить, какой толщины должна получиться ножка. Замеряем штангенциркулем и выводим 18 миллиметров. Ну, заготовки 18 миллиметров у нас есть. В принципе, в дальнейшем вот эта штука будет покрашена, поэтому давайте мы непосредственно приступим к разборке. Разбирается все довольно просто. Саморезы вставляем, выкручиваем, вернее, те саморезы, которыми прикреплена вся конструкция к сиденью. Вот как-то так. Как-то вот так. Сиденье отдельно и ножки тоже получается отдельно. Но у нас еще вот эта вот штука. Так, и попробуем сейчас выдрать. На шипах стоит. Вот эта боковая царга, она не держит практически. Переднюю царгу мы выдернули и выдергиваем вот эту вот штуку. То есть задача наша какая? Пока вот это дело отложим в сторону, вот так вот, да? Задача наша какая? Абсолютно вот по этим размерам сделать, выточить абсолютно идентичную ножку и поставить ее уже на месте. Я думаю, задача выполнимая. Давайте мы для начала опять же обмерим, то есть какой длины, какой ширины и прочее. Длина ножки у нас составляет ровно 321. Запишем здесь 321 миллиметр длина ножки. Ширина в самой широкой части составляет 35 миллиметров. 35 миллиметров. И есть сужение, начинающееся вот с этого момента. Сужение 15 сантиметров. 15 сантиметров. Но изначально данная штука сделана из сосны. У нас сосновых заготовок 18-миллиметровых, к сожалению, нет. Да, замечательная лиственница есть. Толщина заготовочки 22 миллиметра. Ну, давайте мы сделаем проще. Мы прогоним вот эту штуку на рейсмусе, получим толщину 18 миллиметров и с ней будем плясать. Начнем с 22 миллиметров и выберем до 18 миллиметров. Это такой, включаем стружкоотсос. Откалибровали заготовочку. Сейчас ее толщина составляет ровно 18 миллиметров. Можно даже приложить
изначальную заготовку и посмотреть, что толщины их абсолютно идентичны. Ну, будем работать вот с этой заготовочкой. И еще раз замерим длину нашей исходной заготовки. «322». Даже не 320, а не 322. Вот теперь смотрим так называемые ступенечки. Вот они есть. Здесь с каждой стороны по 5 сантиметров на выходе оставляют ступеньку. Давайте мы отторцуем так, чтобы удалить, скажем так, эту деталь. Давайте без стружка отсоса. Чистый рез, несмотря на то, что диск не предназначен по дереву, ничего страшного. Как говорится, не в Париже. И вот здесь начинается интересный момент. Давайте я объясню. Многие мастера, наверное, затачивают карандаши очень-очень острые. Я тоже пытаюсь, скажем так сделать. Здесь на цанговом карандаше есть сзади крутилка, хвостовик. Я затачиваю хвостовиком. Ставлю обратно. И, ничтоже сумняшись на старый, который шоркал в ламинат, наточу грифель до идеальной остроты, как и положено нормальному студенту технического вуза. Я, кстати, без 5 минут на самом деле радиоинженер. 322 миллиметра. 322 миллиметра. Наносим риску, делаем перпендикуляр. Это уже нам не нужно. И теперь сравним две заготовочки, которые мы получили. Но тут еще есть войлочная нашлепка. С учетом ее мы получаем абсолютно идентичную по высоте деталь. И теперь остается сопоставить ширины. Ширина у нас 35. И при помощи линейки, которая вот здесь есть, мы выставляем 35,5. Почему с 5,5? Потому что придется немножко пройти рубаночкой. Высоту пилы делаем, поскольку лиственница достаточно капризный материал, высоту пилы делаем на ползуба всего лишь выступающим. Вот такие вот настройки. Теперь посмотрим, какая парадная сторона, и прогоним по ширине. Видим, что, кстати, да, рубаночек работает правильно. Такая вот стружка должна получаться. И выравниваем другую сторону. Но это не актуально, потому что мы будем проходить по ней пилой, сужать. Кружечки. Корректируем ширину. Еще есть чуть-чуть запас вот с этой неструганной стороны. Нужно было пройти, конечно, на фрезере, но еще раз, заготовки достаточно. Они полуфабрикаты. Это клееный щит.
от Алмаз. Следующий этап нашей реставрации – это попытаться придать форму, абсолютно идентичную форму ножки. Выставили и карандашом очерчиваем заготовочку. Пил у нас получается абсолютно, скажем так, не... Давайте поближе вот покажу. Качество пилы на после ленты, видите, какое. Но у нас есть запас небольшой, видите. И мы под это дело просто сейчас, опять же, маленьким рубаночком пройдемся. Итак, у нас сделана абсолютная копия вот нашей ножки. И сейчас остается проделать те же пазы, что и здесь. Давайте мы для начала замерим ширину и глубину паза. Ширина паза у нас 8 миллиметров. Глубина, общий размер составляет 35 миллиметров. 35 миллиметров с двух сторон, то есть с этой и с этой стороны получается. Есть еще небольшой вот этот паз. Давайте для начала еще глубину. Глубина у нас составляет 12 миллиметров. Здесь чуть побольше. Здесь чуть побольше, здесь почти 20 миллиметров. Сменим фрезу. На моей линейке оборудования это делается достаточно быстро. Стояла фигурная фреза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И фигурную фрезу мы заменяем на 8-миллиметровую. У нас подуставшая фреза, но ничего, со своей задачей, я думаю, она справится. Обратите внимание, что замену фрезы я делаю без аккумулятора. И выставляем следующий все, у нас фрезер готов. Выставляем 0. После 0, значит, выставляем глубину фрезерования 12 миллиметров. Все, и вот эта разница составляет ровно 12 миллиметров. Теперь нужно будет приладить наш параллельный упор. Размечаем при помощи угольника и остронаточного карандаша. Вставляем 35. И вот здесь вот начинается магия аккумуляторного оборудования. Я снимаю шуруповерты, смотрю количество заряда, маловато будет. Возьмем с другого. Здесь заряд составляет 2 единички, 2 пазика выфрезеровать нам, в принципе, хватит. И очень аккуратно
на скорости, скажем так, чтобы не сильно прижигало, фреза наступая, на 3,5. Все-таки в тисках неудобно, и поэтому мы перейдем вот сюда. Здесь еще одно неудобство, то есть плоскость, она выходит, скажем так, за пределы. Ну ничего, справимся. Давайте для удобства мы вот эту вот деталь, поскольку она идентичная, прикрутим тоже. Несколько проходов, потому что, еще раз говорю, фреза достаточно уставшая, и нам нужно как можно более аккуратно. Ужасная фреза, но другой восьмерки, к сожалению, я не нашел.
Ни в коем случае не нужно применять такого плана уставшие фрезы, но у меня просто, еще раз говорю, выхода нет. Либо надо было высверливать и пройти стамеской 8-миллиметровым сверлом, да, либо вот такой вот ненадлежащий прием использовать. Но результат, скажем так, нормальный. У нас два паза, которые войдут в царги. Эту штуку мы берем. И сейчас остается у нас склейка. Но эта часть уже как бы условно склеена. Нам нужно еще подтянуть струбцинами. И остается промазать все вот эти соединения клеем и насадить, попробовать на клей. Ну и остается зажать струбцинами. Ну все, пусть сохнет. Пусть сохнет, остается привинтить сидушечку, и зилец у нас будет готово к дальнейшей эксплуатации. Еще раз, клей Titebond это очень хороший, по крайней мере по нагрузкам клей. И нам остается сейчас просверлить снова вернее, привинтить вот эту вот сидушку. Последняя стадия. Сиденье. И все, у нас детский стульчик Made in USSR готов к дальнейшей эксплуатации. Остается вот ножку из лиственницы, которую я приделал, покрыть примерно таким же лаком. Но коллега говорила, что будет полная покраска под белый или что-то типа такого. Поэтому такой вот стульчик. И да, последняя деталь. Последняя деталь, она нужна все-таки. Вот такие войлочные нашлепки я приклею снизу, чтобы было более-менее ровно войлочную нашлепку. Теперь посмотрим. Шатания нет, все стоит. Вот так вот, в принципе, каждый, кто разбирается в устройстве мебели, а устройство мебели на самом деле бывает очень сложное, бывает достаточно простой, как вот этот стульчик, в принципе, может не выкидывать старые вещи, которые на самом деле сделаны очень качественно, да? И эти вещи могут прослужить еще многие года. Поэтому
бережно относитесь к мебели, если что, реставрируйте, ремонтируйте сами. И пусть ваша мебель прослужит вам долгие-долгие годы. Мы вам показали, как реставрируют детские стульчики из сосны.